В эфире телеканал «Якутия-24». В нашем выпуске главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Сорванные крыши и обшивки домов. В Мирном ураганный ветер порывами до 23 метров в секунду. На устранение последствий стихии вышли коммунальщики. Холод в домах. Жители Алдана из-за перебоев в работе котлов котельной РМЗ. Жители города недополучают тепло. Возраст Якутска под сомнением. Учеными обнаружены артефакты, которые свидетельствуют о том, что столице Якутии больше, чем 386 лет. МЧС или Роспотребнадзор смогут проверять бизнесменов без санкций прокуратуры. Новые правила в российском предпринимательстве. Проект «Железная лига» по боям без правил добрался и до Южной Якутии. Нерюнгринская земля приняла свой первый турнир по современному панкратиону. В Мирном сегодня шквалистый ветер срывал крыши и обшивки с домов. По данным специалистов, порывы достигали 23 метров в секунду. На кадрах, которые нам отправили очевидцы, видно, что от ветра в домах дребезжат стекла и срывает кровлю. В администрации города Мирный от комментариев о борьбе с последствиями стихии пока воздерживаются. Тем временем такая же картина и в городах Удачный и Айхал. Синоптики прогнозируют ураганный ветер еще в 13 районах республики. Высока вероятность возникновения аварийных ситуаций. Непогода пройдет в Мирнинском, Ленском, Оленегском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Кобяйском, Жиганском, Горном, Мегино-Кангаласском, Кангаласском, Намском районах, а также в городе Якутске. Всему виной циклон, который проходит через северную часть республики с запада на восток. А в дома жителей Алдана тепло поступает в ограниченном объеме уже третью неделю. Одна из крупнейших котельных Алдана, принадлежащая ремонтно-механическому заводу, которая снабжает теплом и горячим водоснабжением треть города, работает в экономичном режиме. Как объясняют диспетчеры, на обращение горожан на улице тепло, поэтому тепло будет подано в квартире алданцев ближе к вечеру. Компания, которой принадлежит котельная, заверяет, что проблем нет. Вместе с тем, ранее прокуратура и позднее суд потребовали от организации соблюдать температурный режим. По данным источника нашего телеканала, в экстренных службах района выполнить требования затруднительно, поскольку 3 котла находятся в аварийном состоянии. Получить комментарии по ситуации в районной администрации пока не удалось, а жалобы продолжают поступать от местных жителей. Стали известны подробности столкновения автомобиля «МАЗ» и тепловоза в Нерюнгринском районе. Напомним, водитель самосвала погиб на месте происшествия. Экстренное торможение, которое предпринял водитель тепловоза, не помогло. Он сообщил, что двигался задним ходом с угольного разреза Инаглинский, который принадлежит компании «Колмар». На расстоянии 15-20 метров он увидел в зеркало заднего вида внезапно появившийся самосвал на переезде и незамедлительно принял экстренное торможение. Так как расстояние между тепловозом и самосвалом не позволило избежать столкновения, он протаранил тепловозом самосвал, стащив его на обочину. Местом происшествия стал железнодорожный переезд, принадлежащий железным дорогам Якутии, оборудованный необходимыми дорожными знаками, но не оборудованный видеонаблюдением. Завершилось расследование уголовного дела по обвинению работника рудника Айхал компании «Алроса». Установлено, что при выполнении наряда задания бригадой крепильщиков по бурению шпуров произошел вывал горной массы. В результате смертельную травму получил работник 1992 года рождения, который скончался на месте. Причиной происшествия стали нарушения правил безопасности. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия. Освоение месторождения олова на севере Якутии начнется в 2019 году. Работой на Терехтякском месторождении займется Ян Олово при поддержке китайского инвестора. Общий объем инвестиций составит порядка 4 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. Он отметил, что реализация проекта позволит обеспечить внутреннюю потребность России. В первую очередь стоит задача импортозамещения, поскольку наша страна сегодня покупают олово, в том числе и в Китае.
1 миллиард 94 миллиона рублей будут направлены на повышение заработной платы бюджетникам и повышение минимальной зарплаты в республике. Об этом заявил председатель правительства Якутии Евгений Чекин на совещании с руководством председателями постоянных комитетов Госсобрания Илтумен. По словам премьер-министра, только на доведение МРОТ до прожиточного минимума в этом году необходимо 4 миллиарда 42 миллиона рублей. Между тем, макроэкономические показатели бюджета выглядят лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Внутренний региональный продукт вырос на 7%, инвестиции в основной капитал на 12%, налоговые и неналоговые поступления в бюджет республики выросли на 23%. С 31 декабря текущего года МЧС или Роспотребнадзор смогут проверять бизнесменов без санкций прокуратуры. Продлевать надзорные каникулы для бизнеса не планируется. Об этом ТАСС сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Надзорные каникулы для малого бизнеса ввели в 2016 году. Они предусматривают приостановку плановых проверок, кроме налоговых. Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкцией прокуратуры по жалобе или обладая доказательством нарушений. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Возраст Якутска под сомнением. Учеными обнаружены артефакты, которые свидетельствуют о том, что столица Якутии больше, чем 386 лет. Якутский дизайнер на международном конкурсе «Русский силуэт» в Якутске прошел отбор на престижный показ в Москве. Ленские витязи. Патриотизм через православие и казачьи традиции. В Ленский военный клуб принимает детей. В эфире телеканал «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. В доме под номером 8 по улице Доставалова в Алдане крыша не едет, она течет. Впрочем, неизвестно, что хуже в этом случае. Капитальный ремонт в доме будет произведен только через 10 лет, поскольку большинство квартир приватизированы. С проблемами жильцов и позицией власти ознакомилась Татьяна Вахнина. Между балконом и комнатой Татьяна Ивановна поставила тазик 2 часа назад, и он уже наполовину полон. Да и вокруг впечатляющие лужи. Каждый день прогноз погоды хозяйка слушает с тревогой. Весенняя капель, как и летние дожди и сентябрьская хмурь, через прохудившуюся крышу несут массу проблем. Нашему дому надо перекрыть крышу, пожалеть. У нас 129 квартир. Все мучаются, у всех плесневелые квартиры на 5-м этаже. У всех. Вот сплошь и рядом пройдите вот по этажам, у всех абсолютно. Весна 2018-го еще сносная, говорит Татьяна Ивановна. Снег тает медленно. Несколько лет назад талые воды испортили ковер. В переклейке обоев женщина достигла высокопрофессионального мастерства. В весенне-летний период ремонт требуется постоянно. Куда сложнее бороться с сыростью. Стены, потолок и углы покрыты плесенью. В ГПО ЖКХ ранее был, теперь и жилкомсервис, к мэру города, прокуратуру. Везде обращалась. ВОС и ныне там. Дом под номер 8 по улице Доставалова в народе зовется муравейником. Это самый большой дом в Алдане. Мучения Татьяны Ивановны разделяют почти все жильцы 5-го этажа. Замкнутый круг из городской администрации, управляющей компании и прокуратуры – это маршрут хождения жителей по мукам. Дом включен в программу фонда капитального ремонта. Жители, по большому счету, пассивно относятся к своему имуществу. Что я могу сказать? По этому дому из 129 квартир 2 только являются муниципальными, остальные являются частной собственностью. Но если население не заботится о сохранности своего имущества, что тут можно сказать? Татьяна Ивановна, как и многие жильцы, готова сдать деньги на ремонт кровли. Однако хозяев, чьи квартиры находятся на нижних этажах, прохудившаяся крыша волнует мало. И для тех, кто страдает от потолочных водопадов, сумма становится неподъемной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Якутск может оказаться на 200 лет старше. Во время строительства бульвара Учителя археологи раскопали артефакты. Найденная керамическая посуда датируется 15 веком. Наш корреспондент Евгения Андросова встретилась с учеными. Слюдяные окна, старинные монеты, щипцы и даже костяная зубная щетка. Всего более 1000 фрагментов нашли якутские археологи в самом центре столицы. Горожане помнят, раньше здесь стоял памятник архитектуры, деревянный дом, который сгорел в 1985 году. Прошлым летом на этом месте начались археологические раскопки. И сразу такие ценные находки.
Первая находка – это был фрагмент керамики. И, в общем-то, в материалах археологических раскопок керамика и оказалась самым массовым материалом. То есть больше всего здесь обнаружено именно фрагментов разнообразной керамики. Здесь обнаружена и лепная керамика, и гончарная керамика, и, как мы уже выяснили, разновременная. То есть начиная буквально с 15-16 веков и до начала 20 века. Мы, к сожалению, не разглядели среди артефактов обнаруженных керамику 15-16 веков. То есть это открытие было уже сделано в лабораторных условиях, и обратила на это внимание Екатерина Алексеевна Строгова. Она как раз заметила, что не совсем типичные для русской керамики некоторые фрагменты, которые обнаружены нам. И мы показали это специалистам, которые у нас именно специализируются на кулунатарской культуре, и они подтвердили, что да, это действительно материал 15-16 века. То есть открытия могут быть сделаны и в лабораторных условиях. Выходит, что в 15 веке якуты жили не только на левом берегу реки Лена, как считали историки ранее, но и на правом. Причем на том самом месте, где сейчас находится столица республики. Согласитесь, это означает, что возраст Якутска, возможно, старше на целых 2 века. Раньше в Тоймаде все-таки были единичные находки кулунатарской культуры. Что такое вообще кулунатарская культура? Это раннеякутская культура. Датируется 14-16 веками. Вот единичные у нас были найдены, значит, на орбите 16 километр, Владимировка и Зерновая 2. Открытия были сделаны Виктором Михайловичем Дьяконовым. И вот вдруг у нас в центре города. В целом этот памятник имеет очень большое значение. Во-первых, для изучения происхождения якутского народа и формирования его культуры. Ну и во-вторых, конечно, это имеет большое значение для исследования истории города Якутска. Говорит ли это о том, что официальная дата основания Якутска, возможно, изменится? Безусловно, археологическая находка внесет свои коррективы в историю города. А пока все фрагменты будут направлены в Москву и Новосибирск для проведения радиоуглеродного анализа. Евгения Андросова, Владимир Павлов, Якутск. Поддержать коллегу решил коллектив Республиканской больницы номер 2. Медработники организовали в Якутске благотворительную акцию «От сердца к сердцу» и собрали деньги на лечение пострадавшей в ДТП. Собранные средства пойдут на лечение сотрудницы больницы Анжелики Голомаревой. 5 сложнейших операций, в том числе ампутация нижних конечностей. Все это последствия ДТП, в которое Анжелика Голомарева попала прошлым летом. Сейчас женщине требуется протез. Здоровье сейчас у нее нормализуется. Другая нога заживает потихоньку. Надеемся, скоро встанет на костылях, пока ходить будет, потом уже на протез. Потихоньку приближаемся к этой цели. Муж ушел сразу, не захотел жить с инвалидом. Но опускать руки некогда. Анжелика – многодетная мама. Более 10 лет проработала санитаркой в Республиканской больнице номер 2. Теперь ей помогают не только близкие, но и коллеги. С ней случилось несчастье. Человек-мама, мама 3 детей. Сейчас протезы качественные, хорошие, стоят очень дорого. Поэтому наш профсоюз предложил нам провести ярмарку. Мы с удовольствием поддержали эту идею. Мы очень уважаем Анжелу нашу. Она очень активная была по жизни. Женщина такая, хорошая мама. Профсоюз работников здравоохранения выделил женщине на лечение 70 тысяч рублей. Качественный протез стоит от 600 тысяч. На ярмарке намерены собрать хотя бы половину этой суммы. Участвует вся наша больница, все отделения, никто на стороне не остался. Операция будет, когда мы деньги соберем, и когда она решится, уже на операцию должны. Цель достигнута. 3 часа и более 300 тысяч рублей. Такая поддержка со стороны коллег не может не ободрить. Анжелика уверена, современный удобный протез поможет ей жить полноценной жизнью. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск.
Спасательный круг 14 под таким названием завершился благотворительный аукцион в Якутске, участники которого собрали на лечение больному мальчику более 400 тысяч рублей. Подробности в нашем следующем материале. 19 апреля в ресторане «Лайнер» состоялся благотворительный вечер «Спасательный круг-14», посвященный 8-летнему Лене Романову. Тяжелая родовая травма привела Леню к серьезным диагнозам: дегенеративное заболевание нервной системы, РОП ЦНС, когнитивные нарушения, эпилепсия, микроцефалия. Благодаря неравнодушным людям с начала года Леня прошел 2 операции по пересадке стволовых клеток в Южной Корее, которые дали положительную динамику. Впереди 3-й, последний этап операции, на который необходимо порядка 480 тысяч рублей. Чтобы помочь мальчику в его борьбе с недугом, основатели проекта «Спасательный круг» Александр Подголов и Яна Угарова совместно с движением «Джебдерге» провели благотворительный аукцион, на котором были выставлены лоты от народных мастеров Татинского улуса и известных персон республики. Была организована лотерея со вкусными призами, ярмарка сувениров и даров природы. Нововведением акции стало то, что свои вклады в доброе дело сделали герои проекта «Преображение» журнала «Журфикс». Вечер украсили выступления артистов, уроженцев Таты: Виталия Очирова, Александры Старостиной, Алеши Винокурова, Дарьи Лавровой, Алисы Савиновой. После продажи финального лота аукциона, совместной картины известной художницы Туяры Шапошниковой и героя акции Лени Романова были объявлены итоги. Спасательный круг 14 собрал за вечер 401 тысячу 50 рублей. Коллекция одежды молодого якутского дизайнера будет представлена на международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в Москве. В столице республики прошел отборочный тур в рамках всероссийского конкурса «Fashion Boom». Всего свои коллекции представили 25 молодых модельеров одежды и аксессуаров. Они представили коллекции как верхней, так и повседневной одежды. Были вполне смелые решения. Какие именно, расскажет Сарглан Захарова. Север, туман и льды. Между ними пробирается белая медведица Колымана. Любимица всех якутян вдохновила молодого 17-летнего дизайнера Марию Прокопьеву. Смелое сочетание воздушного фатина и плотной ткани, искусственного меха и принтов. Это платье можно носить неординарным людям, которые не стесняются странно одеваться, отличаться от других. Не быть как все предлагает и дизайнерский тандем Лены Адамовой и Александра Михайлова. Коллекция в жанре авангард. Авторы воспроизвели туман с переливом отблесков лучей солнца. Получился весенний бум красок, резко выделяющийся на фоне модного сегодня направления лофт. Ощущение, мы нервничали, переживали, что что-то пойдет не так или где-то что-то оборвется, мало ли упадут. Так в целом нет, нам понравилось. Прям вдохновились, посмотрели на других. Самобытность и аутентичность модели отметила приглашенный эксперт-доцент Московского художественно-промышленного института, дизайнер Екатерина Срывкова. Я увидела даже такие неординарные материалы. Мне очень понравилась, например, коллекция главных уборов из конского волоса. Это настолько... это прям заслуживает шоурумов мировых, куда можно это уже прям поставлять как готовую коллекцию. Ну а молодые якутские дизайнеры будут покорять международные помостки уже этой осенью. По решению судей конкурса победительницей Fashion Boom стала студентка 2-го курса Якутского колледжа технологий и дизайна Вера Дардосова. Она представила коллекцию в стиле casual с элементами лоскутного шитья. Мне кажется, что я хорошо выступила. Я старалась, готовилась. Я добивалась лучшего результата. И я довольна своим результатом. Этой осенью в ноябре Вера Дардосова представит республику на 12-м международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня для всех любителей почитать особенный день. 23 апреля во всем мире отмечают День книг и авторского права. Традиция появилась в 1996 году. Решение приняли с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знаний и самым надежным способом его сохранения. А дату выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1616 году, скончались Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласа де ла Вега.
Военно-патриотическое воспитание молодежи – один из важнейших аспектов деятельности учебных заведений. Но привитие чувства патриотизма и любви к родному краю происходит не только в стенах школ. В Ленске существует клуб «Витязи», в котором с юных лет дети изучают историю и некоторые военно-прикладные дисциплины. Прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. Аминь. Молитва «Отче наш». Именно с нее начинается каждый новый урок участников православного военно-патриотического клуба «Витязи». На своих занятиях мальчишки и девчонки младшего и среднего возраста во главе с руководителем клуба Леонидом Синьковым изучают историю православия и обсуждают прочитанные книги и просмотренные фильмы о России и ее отдельных периодах развития. Воспитать в них чувство патриотизма. В таком варианте. Ну, естественно, что это изучение родного края, истории родного края. Содержание у нас достаточно литературы, которая говорит о том, что у нас есть герои, воины, да, которые уходили на войну. В программу занятий клуба входит и знакомство детей с некоторыми элементами военно-прикладных дисциплин. Это сборка, разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. Изучают ребята казачий быт и пробуют свои силы в народных танцах. Какой танец вы сейчас исполняли? Тюркско-казаческий, казацкий танец. Все получается? Да. Ну, мальчиков чуть-чуть не получается. Еще одним искусством, к которому с молодых лет пытаются научиться витязи, является фланкировка. Это умение виртуозно владеть шашкой или двумя. Не увидишь, не поверишь, что лучше всех это умение демонстрируют девчонки. Занимаюсь фланкировкой я уже год. Научилась, много научилась. Занималась сначала с палками, перешла на шашку. Это несложно. Главное не ошибаться. Бывали ли случаи каких-то ранений? Только если синяки, порезы, все, больше ничего. Среди витязей есть и настоящие казаки. Некоторые из ребят осваивают и уроки вольтижировки в другом клубе. Я занимаюсь в конно-спортивном клубе «Аргамак». Там нас обучают джигитовке, верховой езде в принципе и разным еще подразделениям из этого вида спорта. В мае этого года коллектив юных казаков-витязей отмечает свой 5-летний юбилей. К исторической для них дате ребята готовят комплекс выступлений, в котором они покажут свои лучшие номера и продемонстрируют мастерство владения оружием. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. В Мирном продолжается блиц-турнир среди диаспор памяти Афанасия Новгородова. Соревнования стартовали лыжной эстафетой на прошлой неделе, а накануне состоялись соревнования по волейболу. Афанасий Новгородов был активным членом общественной организации по развитию якутской национальной культуры «Сарданга». Курировал все спортивные мероприятия якутской общины в Алмазном крае. Проводимый ежегодно блиц-турнир Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии в этом году посвятило памяти известного общественника и спортсмена. Он не только у нас участвовал в общественной «Сарданга», он и организовал турниры и в районе, и участвовал во всех республиканских мероприятиях. Он был ярым волейболистом, капитаном, несменным капитаном, более 20 лет волейбольной команды «Сарданга». Для участия в блиц-турнире по волейболу заявились 8 женских и 9 мужских команд. Женская команда общественной организации «Сарданга» с первых встреч продемонстрировала желание победить в турнире, посвященном другу и тренеру. Афанасий Новгородов, я его знала лично, он был замечательный человек. Он был нашим предводителем нашей общины, он нас постоянно собирал, мы с ним участвовали и в канате, и в легкой атлетике, и в волейболе. Он был таким хорошим человеком, мы очень скучаем по нему. Каждый участник соревнований был лично знаком с Афанасием Новгородовым. Афанасий мне хорошим другом, мы вместе по улусам ездили, в Сунтар, в Нюрбу, везде, каждый год, в год 3 раза. И лично сегодня от своего имени призовые 2 приза есть для игроков в номинациях. Лично я сам буду получать
По итогам спортивных баталий мужская и женская команды ученики Афанасия Новгородова заняли 3-е места. Блиц-турнир продлится до 29 апреля. Впереди соревнования по борьбе хапсагай и толканию гири. Марьяна Кутукова, Евгений Тейтонов, Мирный. На Валдане впервые прошло первенство по сноуборду. На временно подготовленный спуск, который был сооружен силами любителей сноуборда и сотрудниками Центра по зимним видам спорта, вышли 22 сноубордиста. На самом же деле желающих встать на доску гораздо больше. О трассе и достижениях участников расскажет Руслан Павлов. На преодоление 200-метрового спуска с несколькими трамплинами уходит всего-то 30-40 секунд в зависимости от подготовки спортсмена. Зато уровень эмоций и адреналина повышается в разы. Официальное первенство по сноуборду впервые прошло в Алдане. В нем приняли участие 22 спортсмена, из которых 15 мужчин и 7 женщин. Трассу соорудили сотрудники Центра подготовки лыжников совместно с любителями сноуборда, которые много лет инициируют и пропагандируют данный вид спорта. Это пока временный спуск. В планах Центра спортивной подготовки строительства горнолыжного полноценного спуска. Там будет уже, конечно, более сложный, более длинный спуск. И получается, вот этот вид спорта будет развиваться, я думаю, что очень сильно. По словам участникам первенства, соревнования стали событием в спортивной жизни района. Любителей сноуборда есть, правда, не так много, а вот желающих научиться кататься на доске по снежным склонам хоть отбавляй. Поэтому первенство стало первой весточкой надежды, что в Алдане горнолыжный спорт наконец-то получит развитие, потому что сама природа создала для этого уникальные климатические условия. Кроме зачетной программы сноуборд-кросса, самые отчаянные и подготовленные показали мастерство в дисциплине Big Air. Это прыжки на большом трамплине с выполнением технических элементов. В начале сезона тоже строили трамплины. Вот такой большой мы еще не строили, поэтому непривычно. Если бы это было в начале сезона, там осенью мы построили, мы бы все уже припрыгались. Поэтому сегодня, я думаю, вас ждет куча падений. Без падений и неудачных попыток действительно не обошлось, к счастью, без травм, что не редкость в экстремальных видах спорта. Зато адреналина в крови и хорошего настроения было в избытке, равно как и уверенности, что теперь сноуборд станет постоянной строкой в спортивном календаре района. Руслан Павлов, Алдан. Республиканский проект «Железная лига» по боям без правил добрался и до Южной Якутии. Нерюнгринская земля приняла свой первый турнир по современному панкратиону. О лучших и сильнейших спортсменах расскажет Екатерина Павлова. Современный панкратион, в переводе с греческого «всеборье», вид спорта, возрождаемый из глубины веков, исторически воплощающий в себе подготовку универсального разностороннего бойца-единоборца. Действующий боец Fight Night, президент Федерации МФП по республике Иван Охлопков, нерюнгринские организаторы и бойцы встретились на брифинге спортивного мероприятия, обсудив начало развития нового спортивного направления в районе. Очень отрадно, что наша организация добралась и до Нерюнгри. То есть не только наша организация, но и наш вид спорта, в котором мы все принимаем участие, это ММА, профессиональные бои. В рамках соревнований было представлено 11 боев. 1 пара девушек и 10 пар юношей сошлись в жарких поединках. С самого первого боя зрители увидели азарт бойцов и красивую победу нерюнгринца Николая Москвитина. Неплохой такой соперник, да, но оказалось, что я сильнее. В боях сошлись спортсмены из Благовещенской, Якутской, Читы, Нерюнгринского и Алданского районов. Энергичность бойцов, яркие победы придавали шоу зрелищности и остроты. Большинство боев вечера заканчивались мощной победой сразу же в первом раунде. Мне все понравилось, у меня были бои, я проигрывал, выигрывал, у меня 1-2 было. Хотел, чтобы 2-2 было, вот и случилось. Я очень рад. Зрелищный вид единоборств держал зрителей в напряжении все время. А когда на ринг вышли девушки, напряжение возросло еще больше. Красивая сила, достойный женский бой. Победителем схватки стала Кристина Дерича из Благовещенска. Но нерюнгринка Екатерина Данилюк вынесла из схватки свои
правильные выводы. В дальнейшем планирую совершенствоваться. Конечно, расти. Не то, что профессионально это все это заниматься. Просто расти для самой себя, для будущих своего поколения. С детьми занимаюсь, им пример хочу показать, что не надо бояться. Надо выходить, участвовать в соревнованиях. В главном бое турнира сразились Губкин Александр из города Алдана и Демин Соломон, город Нерюнгри. Схватка была решающей для парней и их болельщиков. Ведь бойцы уже дважды встречались на ринге и имели равный счет. В третьем бое спортсменам нужно было окончательно разобраться, кто из них является номером 1. Соломон Демин одержал победу, несказанно порадовав своих земляков-болельщиков. Вообще бомба, класс. Спасибо всем, кто пришел поболеть. Борьбой всю жизнь занимаюсь. Джиу-джитсу занимаюсь, греблингом. Ну и вот и ММА занимаюсь в данный момент. Ну а что больше по душе? Ну ММА, конечно. Ну, постоянно борьбой выигрываю всех. Получается. Первый турнир по современному панкратиону ММА «Железная лига-7» стал зрелищным спортивным событием 2018 года для Нерюнгри. И организаторы уверены, что это начало большого будущего. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Аяла Мосов, Нерюнгри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.